Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации с требованием запретить российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Сухумский аэропорт в Абхазии. В Тбилиси полагают, что полеты в Абхазию якобы нарушают принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. В Тбилиси возмущены тем, что аэропорт Сухума не имеет сертификата годности, выданного грузинскими авиационными властями. Напомним, что по имеющейся информации, восстановленный спустя 30 лет Сухумский аэропорт начнет принимать регулярные рейсы из России в мае этого года. Также МИД России 14 марта отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. Ведомство рекомендовало россиянам не ездить в республику в ноябре 2024 года. Сейчас, как пояснили в российском МИДе, ситуация в Абхазии нормализировалась. В Москве знают, что в Абхазии очень ждут гостей из России к открытию нового курортного сезона. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов, отметили в министерстве. Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский призвал отменить ограничения на продажу туров в Абхазию из-за нормализации ситуации в стране после президентских выборов. Об этом он заявил на пленарном заседании туристической выставки «Интурмаркет». В связи с нормализацией ситуации в Абхазии после прошедших выборов президента и встречи президента России Владимира Путина с президентом Абхазии, мне кажется, что пришла пора все-таки снять то ограничение, которое сейчас действует. Я знаю, что ведется работа, но хочется от лица отрасли официально об этом еще раз попросить, сказал Уманский. Он также отметил, что увеличение турпотоков между Россией и соседними странами должно помочь введению преференциального режима для туроператоров, которые отправляют туристов в дружественные страны. К другим темам. Как известно, недавно в Женеве завершился очередной раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Важное внимание на этом раунде дискуссий было уделено теме свободы передвижения по национальным паспортам граждан Республики Абхазия, в том числе снятия ограничений и изоляции для перемещения по миру. Ожидается подготовка и проведение информационной сессии с участием специалиста, а также организация рабочей группы по этим важным вопросам на следующем раунде. Подробнее о том, как проходил 63-й раунд женевских дискуссий, в интервью нашей передачи рассказал глава абхазской делегации в Женеве, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Одиссей Бегвава. Очередной раунд проходил в городе Женева. Это дискуссии по безопасности в нашем регионе, в Закавказье. Также присутствовали наши друзья с Южной Осетии, наши союзники, представители Российской Федерации, единственные союзники, которые гарантируют нашу безопасность в данном регионе и в целом на тех же женевских дискуссиях. Предпринимают много усилий для того, чтобы эти дискуссии проходили и поддерживают нас в отстаивании наших интересов. Дискуссии проходили в два раунда, как обычно, первые дни консультации двусторонние со всеми сопредседателями. Потом второй день, раунд продолжаются дискуссии по безопасности в одной основной группе и во второй группе по гуманитарным вопросам. В целом проходят в деловой, конструктивной обстановке. Для этого способствует атмосфера и, конечно же, сопредседатели тоже к этому готовятся и дают возможность выступать нашей стороне, каждый раз подчеркивать нашу позицию, а наша позиция ясна, она заключается в основном цель
значит, наших дискуссий, это заключить взаимообязывающее юридическое соглашение, с одной стороны, Абхазия и Южная Осетия, и гарантии с грузинской стороны о невозобновлении агрессии, невозобновлении войны. Вот. Конечно же, каждая сторона высказывает свои позиции. Вот. Позиции где-то конструктивные, где-то противоположны. Вот. В целом сам факт дискуссий и диалога оставляет надежду на мирное сосуществование и на мирную перспективы наших взаимоотношений с нашими оппонентами. По поводу вопроса МПРИ я прокомментирую, что абхазская сторона готова, как и грузинская сторона готова возобновить эти встречи. Но вопрос в определенных договоренностей и деталях. Есть перспектива возобновления. Мы надеемся, что в будущем этот вопрос решится. Что касается вопроса передвижения по национальным паспортам, ну, я думаю, всем известно, что данный вопрос ставится изначально, как эти дискуссии начались. И предыдущие мои коллеги ставили такой вопрос. В будущем, в 64-м раунде, мы рассчитываем тоже продолжить эти дискуссии по этому вопросу, для нас важному вопросу, потому что невозможность передвигаться по миру, это изолирует наше общество, наш народ. И в этом плане, конечно же, мы хотим предпринять какие-то попытки или найти возможности хотя бы, чтобы этот вопрос решился. Вот. Перспектива есть всегда, а реализация данного вопроса, данной задачи, ну, как бы сейчас конкретные даты или конкретные вот какие-то раунды невозможно сейчас сказать и утвердительно. Ну, позиция в целом понятна. Спасибо большое. О другом вопросе, как мы знаем, объявлено вот и в средствах массовой информации, об этом тоже много говорилось, что с мая возможно, начнутся полеты, начнет действовать наш международный аэропорт имени Владислава Ардзинба. И, конечно, Грузия сразу же заявляет протест. Они обратились в международную авиацию Международное агентство гражданской авиации с просьбой запретить России делать полеты в Сухумский аэропорт, как они его называют. Вот как бы МИД, вообще как представитель МИДа, вы это бы прокомментировали? Это по большому счету в продолжении того моего комментария, который я говорил выше, абхазскими властями и нашими союзниками Российской Федерации, с помощью Российской Федерации, конечно, предпринимаются шаги о деизоляции и помощи Республике Абхазии в налаживании экономических и иных отношений с миром. И в этой связи, конечно же, возобновление работы аэропорта и первые рейсы с нашим союзником Российской Федерации, они положительно бы сказались на деизоляции и возможности выезда наших граждан за пределы Республики Абхазия. Но, к сожалению, касательно вашего вопроса, мы видим неконструктивную позицию грузинской стороны в этом вопросе, которая направлена наоборот, на изоляцию нашей страны, нашего народа. Конечно же, мы надеемся на понимание и международных организаций в этом направлении, пойти абхазской стороне навстречу. По большому счету, наверное, разные мнения против открытия аэропорта, если даже существуют. В любом случае, открытие аэропорта неизбежно, его функционирование неизбежно. Главное, чтобы мы технически были готовы к этим полетам и эксплуатации данного важного сооружения.
Продолжаем передачу. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 18 марта, передает агентство Reuters. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время перелета в Вашингтон из Флориды. Республиканец уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территории в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. По его словам, за выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет. Но я думаю, что у нас очень хорошие шансы, сказал он. Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия, сказал он. По словам Уиткофа, при посредничестве США позиции сторон конфликта на Украине начали сближаться, и перемирие можно ожидать в течение нескольких недель. Разговор 18 марта, если он состоится, может стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривали 12 февраля. Уитков несколько дней назад приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. Трамп после его визита заявил о, цитата, «хороших и продуктивных переговорах с Путиным». Шанс скорого завершения конфликта на Украине он также оценил как хороший. Спецпосланник американского президента Уитков посещал Россию вскоре после переговоров американской и украинской делегации в Джиде, которые состоялись 11 марта. Украинская делегация сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Владимир Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта. По его словам, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но неполным. Будем следить за продолжением событий. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.